По всем направлениям, Александр, неспокойно. Притом переговоры ведутся и говорят конструктивно. Это разве нормально? Ну, смотря что вы имеете в виду. Что конструктивные переговоры ведутся? Ну, разве заявления не об этом говорят сторон? Вы знаете, если вы имеете в виду переговоры между Израилем и Хамасом через посредников Катара и Египта, то они идут не очень хорошо. Вы знаете, уже месяц практически идут такие серьезные военные действия. Армия обороны Израиля создает буферную зону и с юга, и с севера, поскольку как бы не могут договориться с Хамасом. Сейчас есть новый вариант соглашения временного. Это как бы такая констелляция двух вариантов. Один вариант Уитков, который предложил в свое время, но его не приняли. А второй вариант это то, что Египет с Катаром предлагали. Вот пытаются сделать сейчас совместный вариант. Но, насколько я понимаю, мы ждем ответа официального от Хамаса. Хамас обязательным условием хочет вставить, чтобы после того, как вот это будет соглашение, если будет подписано, Израиль должен вывести все войска из сектора Газа. И, значит, естественно, разрешить гуманитарную помощь и так далее, и так далее. Մեզ համար ինչ կարևորություն ունի Իրան-Միացյալ Նահանգներ բանակցությունը։ Դե տեսեք, բազմաբովանդակ է պատասխանը լինելու, փորձեմ լակոնիկ ներկայացնել։ Իրանի անվտանգային քաղաքականության բաղադրիչներից մեկը, եթե ոչ ամենակարևորը, Միացյալ Նահանգների պես գերտերության հետ ընդհանուր հայտարարի գալն է, որովհետև մենք լսում ենք ոչ թե այն Թրամփին, որը որ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ խոսում էր խաղաղության, օր առաջ կոնֆլիկտների հանգուցալուծման, առավել եւս Իրանի հետ ընդհանուր հայտարար գալի մասին, այլ խոսում է ուղիղ հարվածելու, եթե միջուկային ծրագրերի հետ կապված ընդհանուր լեզու, այսպես ասած, չգտնել։ Ու փաստացի այսօր մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ դիվանագիտական արսենալը երկու երկրները օգտագործում են, որպեսզի գան ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի։ Ենթադրում եմ տեղյակ եք, տարբեր աշխարհաքաղաքական կենտրոններ, հայտնի եւ ոչ հայտնի, առաջարկում են հարտակներ եւ որպես այդպեսին հատուկ ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում, որ նրանց մոտ ստացվել է կարևորագույն մի դրվագ առանց միջնորդների հետ անել։ Այսինքն նրանք, տեսեք, Օմանում Մասկատի հանդիպումները եւ եթե տեղյակ եք, արդեն այսօր պաշտոնապես հայտարարվեց, որ ամսու 19-ին Հռոմում հաջորդ հանդիպումն է տեղի ունենալու։ Դա խոսում է, որ կա ընդհանուր ցանկություն, որպես այդպեսին, որ գան ինչ-որ հայտարարի։ Вашингтон ведет переговоры одновременно и с Тегераном, и с Москвой. Что важнее для Вашингтона? Для Вашингтона важнее переговоры с Ираном, конечно же, чем с Москвой. Дело в том, что российскую, я имею в виду для данной администрации, для нынешней администрации. Дело в том, что российско-украинский конфликт, который на самом деле, конечно же, конфликт Запада и России, вот, новая администрация США хочет просто отгрузить эту проблему на Европу. Кроме того, американцы заинтересованы в остановке конфликта в связи с тем, что санкции, которые связаны с этим конфликтом, которые давят на Россию, они подталкивают как Россию, так и другие страны, крупные партнеры торговые с Россией, уходить от доллара в качестве мировой резервной валюты. А для американцев это невыгодно. Поэтому они это хотят остановить. Но гораздо более важным для Америки является, конечно же, Ближний Восток, потому что это связано, во-первых, с тем, что там находятся крупнейшие запасы нефти и, соответственно, мы нефтедобывающие, значит, страны, плюс, естественно, фактор Израиля нельзя сбрасывать со счетов, и плюс, конечно же, Суэцкий канал один из основных торговых путей в мире. Несмотря на то, что у американцев, по-моему, 4-5% их мирового торгового морского транспорта проходит через Суэцкий канал, но контроль за этим для американцев важен, потому что кто контролирует мировую торговлю, а это можно сделать только через контроль над морскими путями, прежде всего, потому что морская торговля, она самая такая крупная, эффективная, так сказать, вот, дешевая, честно говоря. Вот.
то тот, естественно, как говорится, и сохраняет гегемонию. Поэтому для них это очень важно. Так что да, переговоры с Ираном, я считаю, для американцев с американской точки зрения намного более важны. Երևանը Բաքվին առաջարկում է խաղաղության համաձայնագիրը եւ Մինսկի խմբի կառույցները լուծարելու դիմումը ստորագրել միաժամանակ։ Այդ առաջարկը հնչել է այսօր պաշտոնապես ազգային ժողովի ամբիոնից։ Ուր է տանում։ Սևագրությունը հնչել էր Անտալիայում Արարատ Միրզոյանը նախնական հնչեցրեց։ Հետո տեսա, որ Մինսկի խմբի համանախագահները ձայն չեն հանում, չեն ասում դու ով եք, այդ մեզ լուծարում եք, կարող է Եվրոմիությունն էլ լուծարեք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շտատը լուծարեք, այն Ջեֆերսոնի գրած հռչակագիրը չեղյալ Դե Ադրբեջանն ասում է միացիր, միասին դիմենք, դուրս գանք։ Ես հասկացել եմ, պարոն Նացականյան, այնտեղ որ Անտալիայում ասեց, ես զգացի, որ հիմա ամերիկյան օդանավերը, ջրանավերը, բաները կգանք ասեն, մենք կորոշենք երբ ենք լուծարում մեր խումբը, եթե այդպես չի, տեսեք ես ինչ սարքեցի, այո, եթե Մինսկի խումբը սպասում է, որ իրեն լուծարելու համար դիմում գրեն, Համաձայն եմ, ճիշտ եք ասում։ ուրեմն արդեն Էլ ինչ Մինսկի խումբ։ Հա, ինչ Մինսկի խումբը, թղթի խումբ, էլի թղթի խումբ, հա։ Какой прогноз у вас насчет Ирано-американских переговоров? Скоро второй раунд. Ну, собственно говоря, Иран уже, в общем-то, показал готовность вести переговоры, несмотря на то, что он достаточно решительно и вполне воинственно заявлял, что готов дать отпор, в том числе и по базам американским в регионе. Но это все не так просто. Понятное дело, что американцы собрались наносить удар с острова Диего Гарсия, там британская база, и перебазировали туда уже даже самолеты с соответствующими бомбами, проникающими и так далее. Беда в том, что иранские ракеты туда не достают. То есть нанести удар по точке базирования Иран просто не сможет. Но они на 2500 летят, максимальный их вариант по оценке специалистов, а там расстояние 3000. То есть, если был бы удар, то по близлежащим базам, что не было бы так эффективно. Ուր է տանում Ադրբեջանը հայ-ադրբեջանական օրակարգը համաձայնության տեքստը խաղաղության պայմանագիրը համաձայնեցնելուց հետո։ Գիտեք, մենք ես չեմ սխալվում նախորդ մեր հանդիպումների ժամանակ քննարկեցինք, թե իրական ռազմավարությունը Ադրբեջանի ինչ բաղադրիչներ ունի, եւ այստեղ մենք պիտի հասկանանք, որ մի կողմից կա այն հստակ պատկերացումը, որ Ադրբեջանը փորձում է օգտագործի այդ ռազմական բալանսի բացակայությունը, իր ուժային ունակությունները լրացուցիչ ինչ-որ դիվիդենդներ պոկել հայկական կողմից, մյուս կողմից նաև կա իսկապես շատ լուրջ եւ շատ կարեւոր գործոն Ադրբեջանի ղեկավարության համար, որ հակահայկական այդ դիսկուրսը, ռետորիկան շատ ակտիվ օգտագործվում է նաև Ադրբեջանի ներքաղաքական կայունությունը, սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման բացակայությունը արդարացնելու առումով։ Եվ այդ ֆոնի վրա Ադրբեջանը, որը որ պարզ է, որ այս ռազմաքաղաքական, ռազմատեխնիկական բալանսի բացակայության դեպքում որևէ սպառնալիքներ չունի հայկական կողմից, փորձում է այս օգտագործել եւ նաեւ չկա, մենք չենք տեսնում նաեւ արտաքին կամ ներքին ինչ որ գործոններ, որոնք որ կարային զսպեին Ադրբեջանին, ինչ որ մի ձևով ստիպեին արագացնել այդ բանակցային գործընթացը, նույնիսկ ասենք թեթև տարբերակով համեմատել է օրինակ ժամանակի Մինսկի խմբի գործունեությանը։ В Тбилиси сегодня состоялась, Андрей, трехсторонняя встреча заместителей министров иностранных дел Армении, Грузии и Азербайджана. Чем может интересовать этот формат, Андрей? Трехсторонний формат Грузия, Армения, Азербайджан ранее уже был, так сказать, презентован, что ли, заново презентован на Анталийском дипломатическом форуме, где
имело место мероприятие с участием министров иностранных дел 3 закавказских государств или южнокавказских. Ну и здесь мы видим очевидным образом продолжение этого формата, такого регионального, но не без влияния, конечно же, и соседних государств. Я думаю, что он важен с точки зрения координации позиций Баку, Еревана и Тбилиси, которые исторически отличались различного рода нюансами, разночтениями, в том числе и в двустороннем диалоге, во взаимоотношениях с третьими странами, чтобы все-таки выработать некую общерегиональную повестку в той картине турбулентного мира, которую мы наблюдаем с вами практически каждый день. Այսօր Թբիլիսիում հանդիպել են Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի փոխարտգործ նախարարները, քիչ առաջ Մոսկվայի մեր հյուրը այն կարծիքը հայտեց, որ դա շարունակությունն է Անտալիայի։ Դուք ինչ կասեիք։ Հիմա դժվար է ասել ինչ-ինչի շարունակությունն է, որովհետև իրավիճակը այնքան շուտ արագ փոփոխում է եւ մեր տարածաշրջանում եւ աշխարհում ընդհանրապես, որ դրա համար հաշվարկել ինչ է տեղի ունենում շատ դժվար է։ Դա կամ ինչ-որ շարունակական գործընթաց է, որի առաջին փուլը հաջորդ հերթական փուլն է, կամ կարող է տեղի ունենալ ինչ-որ նոր փոփոխություններ կապված այն ինչին, որ տեղի ունենում Մերձավոր Արևելքում, ինչ տեղի ունենում Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների մեջ եւ այլ։ Ինչ կողմից Մերձավոր Արևելքը իրականում Իրանի հետ ինչ տեղի կունենա։ Այդ ֆոնի վրա երեք Հարավային Կովկասի պետությունների ազգործնախարարների տեղակալների հանդիպումը կարող է լինել լրիվ տարբեր եւ անսպասելի հասարակության եւ փորձագետների համար ուղղությունների եւ հարցերի շուրջ։ Դրա համար փորձագետների բավականին դժվար է գնահատական տալ։ В прошедшей неделе доминировала иранская тема и возможные региональные угрозы связаны с Ираном. Есть у вас прогноз? Что ожидать от ирано-американских переговоров? Ну, сбывается прогноз в том плане, что американцы действительно пошли на серьезный прорыв. Администрации Трампа удалось усадить Иран за стол переговоров. Хотя это сопровождалось различными угрозами, словесной такой эмоциональной дипломатией. Тем не менее, в Омане состоялся первый контакт, очень позитивный, и стороны согласовали тематику и график переговорного процесса. Правда, в субботу в Риме начнется второй этап. Безусловно, по всем признакам, которые сейчас существуют, стороны обменялись предварительными условиями, способствующими сохранению этого диалога. Кстати говоря, к этому процессу сейчас уже ясно, после визита Аракчи, министра иностранных дел в Москву, стало ясно, что подключена и Москва, а то, что в Риме будет проходить второй тур, это говорит в этом плане, что будет подключаться страны ЕС. Прорыв. Американцам удается прорваться, хотя процесс идет очень болезненно, очень неоднозначно, но американцы отказываются от силового сценария ведения отношений с Ираном. И если только американцам и Трампу удастся, в общем-то, прорваться, это будет большая историческая победа. Во всяком случае, он готовит, вам известно, что на вторую половину мая намечен визит Трампа в Саудовскую Аравию. Это должна быть триумфальная такая победа. Он обещает к этому времени подписать, помимо иранского соглашения, подписать еще новое соглашение по перемирию в Газе. Затем провести процесс восстановления дипломатических отношений с Израилем и, в общем-то, выйти на широкий политический диалог. Я не исключаю в перспективе, что начинается переформатирование геополитического ландшафта и наступает момент появления еще одного важного игрока на Ближнем Востоке, который Трамп нуждается. Им нужен серьезный игрок. Это будет Путин. Вартану Хачатряну следующий вопрос. Вот что я сегодня заметил, это заявление главы МИД Ирана. Что говорит Аракчи? Переговоры будут только косвенными. Если только американцы не выдвинут нереалистичных и иррациональных требований, достижение соглашения вполне вероятно. Вартан. Да, но достижение какого соглашения? В принципе, о том, о чем разговаривали стороны, это было о том, чтобы обогатить уран
до того уровня, до какого сейчас обогащает Иран. И еще и мы должны учесть еще и то, что кроме этих двух акторов, с которыми я согласен, что действительно это Россия и Соединенные Штаты Америки, есть еще и Китай, и его не надо никак сбрасывать со счетов, потому что примерно 80-90% нефти Китай берет, то есть покупает в Иране. Из чего мы должны еще и вспомнить то, что до вот этих событий там были учения морские иранских морских сил, китайских и русских. Совместные были учения, которые показывали, что опускать Иран, унизить его ни в коем случае нельзя, потому что за ним стоят крупнейшие державы, и прорыв, о котором мы говорим, он не может быть таким глубоким, по-моему, потому что иранская сторона всегда очень долго, вязко ведет переговоры, и эти переговоры, по всей видимости, могут привести только к тому, так сказать, к чему сейчас уже страны пришли, и я считаю, что действительно это хорошо, потому что если будут бомбардировки Ирана, причем ядерные бомбардировки, о которых говорили, что вот ядерные бомбардировки и бомбардировать будет Америка, то он абсолютно, так сказать, сместился в другом направлении, что сейчас, если нужно бомбить, то будет бомбить Израиль. Соединенные Штаты Америки, в принципе, считают, что они должны довести до ума дипломатический процесс с Ираном, потому что я так считаю, что есть раскол внутри команды Трампа, связанный с последними вот событиями.